Вопрос о том, каким должен быть официальный язык в Дагестане и Закатальском округе, занимал умы местной интеллигенции, конечно, еще до развала Российской империи. Однако именно после коллапса этой политической системы в Дагестане стали активно обсуждаться вопросы государственного строительства, одним из важных составляющих которого и стал вопрос о государственном языке. Естественно, в этом вопросе дагестанцы заняли разные позиции, но особенно активно проталкивали свою идею сторонники тюркского языка под эгидой панисламизма. Одним из наиболее активных его апологетов еще со времен работы в Госдуме был уроженец Дербента, Ибрагимбек Гайдаров. Известный политик начала 20 века и оппонент вышеназванного Гайдарова, Махач Дахадаев, следующим образом характеризует его деятельность. До сих пор горцы думали, что нет в мире другого уголка, где народ был бы так сильно предан исламу, как они. Но теперь, говорят они, ислам думает воссиять из Дербента. Подождем, какие откровения он нам принесет. Да, подождем, гражданин Гайдаров, недалеко то время, когда горцы Дагестана постановят, что они крайне сожалеют о том, что такие малосознательные в исламе люди, как Гайдаров, приходят к ним с проповедью ислама. Не лучше ли будет обстоять вопрос с вашим пантюркизмом? Теперь даже и слепые начинают видеть, что под соусом вашего тюркизма вы хотите подсунуть народу Дагестана родное вам азербайджанское наречие. Кстати, обвинения Дахадаева подтверждаются и воспоминаниями сына Гейдарова, Минатуллы Гейдар Оглы из Турции. По его словам, Гайдаров и его единомышленники, собиравшиеся у него в годы эмиграции в Турцию, верили в будущую свободу и независимость Кавказа. Эта тема не сходила с повестки дня при каждой встрече. Большевистский режим рухнет, Дагестан соединится с Азербайджаном, родным языком станет тюркский. Вот об этом мечтали они в эмиграции. Приведем также высказывание самого Гейдарова, возмущенного тем, что в Темир-хан-Шуре открыли обучение аварской грамоте. Независимо от того, что в Темир-хан-Шуринской горской школе введено обучение аварской грамоте, для воспитанников из горцев аварского племени назначено денежное вознаграждение по 5 рублей за каждого, обученного аварской грамоте. Это у нас в бедной России детей обучают даром и еще вознаграждают каждого обученного. Кроме того, приняты и другие поощрительные меры к возможному распространению этой грамотности. В свою очередь сам Гейдаров проталкивает свою идею обучения всех мусульман России тюркскому языку. Если вы возьмете вот здесь список всевозможных телеграмм, полученных из различных городов Сибири, из внутренней России, с Кавказа, от мусульман, то увидите, что все они требуют родного языка начальной школе, и, конечно, под родным языком они уразумеют тюрко-татарский язык, говорил он. Весьма интересное заключение о деятельности Гейдарова и его сторонников высказал в свое время и депутат Госдумы тех лет Марков. Тот панисламизм, который здесь талантливо отрицал представитель мусульманской фракции, это не есть вовсе какая-то утопия, это есть реальная, и весьма страшная для России опасность. Панисламизм объединяет всех мусульман на турецко-азербайджанском языке, и ведет к тому, что горцы Дагестана, не понимающие по-турецки, ничего не имеющие общего с турками, делаются турками, ибо говорят по-турецки, верят по-турецки. И таким образом, эти так называемые общества распространения просвещения среди мусульман превращают горцев Дагестана, которые по крови вовсе не османы, и принадлежат совсем другой расе, в турок, обращая их в будущее население враждебного нам государства. В числе прочего, в русле вышеназванной идеологии проводилась и агитация эмиссаров Османской империи с целью эмиграции в ее пределы горцев Северного Кавказа. В письме в редакцию газеты «Мусульманин» в 1910 году некий аварец характеризует переселение в Турцию как безрассудство, или как уход от родной матери к мачехе. Укоренившийся взгляд на Стамбул как на священную землю обетованную и мирских благ, стал, по его словам, одной из причин их слез и горя. Вернуться им обратно в свои гнезда, пишет он, мешали страх перед властями и ложный стыд перед мусульманами, которым привелось понятие, что при малейшем хотя бы сожалении даже в мыслях о мухаджирстве тотчас же теряется сила всепрощения. Несмотря на утверждения пантюркистски настроенных современных авторов, именно приходу на Кавказ Российской империи, они обязаны усилением роли тюркских языков. Говоря о негативном влиянии чрезмерного использования тюркского языка для российского административного аппарата, на состояние топонимики Дагестана, языковед, барон Услар писал: «С горцами всего чаще объяснялись мы на котором-нибудь из тюркских наречий через переводчика. Таковое посредничество еще более затемняло дело и сверх того наложило на нашу номенклатуру вовсе неуместный татарский характер.
Так, например, находим мы местности и населенные пункты с окончаниями их названий Чай, Дак, Су, Кент и прочее, где едва ли можно отыскать туземца, знающего слово по-татарски. Названия аулов обыкновенно записываются так, как называют их не сами жители, а соседи-татары. При незнании татарами туземных языков, попадаются на карты названия вроде горы Мюэр или реки Хлин. Без исследования туземных языков также нельзя выдворить точности в географической номенклатуре, как без триангуляции нельзя выдворить точности в географической карте. Весьма четкое определение сложившейся в Дагестане ситуации в языковом вопросе дал в 1917 году известный ученый Али Каяев. В своей статье «Две разные языковые ориентации в Дагестане» он подробно разбирал позиции обеих сторон и давал свои предложения по затронутому вопросу. До русской революции в нашем крае существовали две разные ориентации. Одна была направлена на приобщение Дагестана к русской культуре, другая же предпочтение отдавала тюркоязычной культуре.